художниками вообще не тяжело работать, потому что художники душою открытые люди, всегда хотят делать добро, потому что у них в душе созидательность, видят мир другими глазами. Здравствуйте, меня зовут Фируз Нигматзаде, я являюсь галеристом, владелец галереи Нур и галереи Зода. Я родился в семье художника, у меня папа художник, Фарух Нигматзаде, у меня дяди тоже художники, ювелиры, скульпторы. С детства мечтал иметь свой бизнес, я по образованию сам экономист, с детства мечтал, чтобы у меня была своя галерея, потому что у папы была галерея, к нему приезжали разные гости со всех стран, и меня всегда это интересовало, потому что все-таки разные культуры. Можно в нашей стране заниматься бизнесом искусства, если будешь, например, делать это все с душою, если ты будешь креативить, продукцию свою обновлять. Если на одном месте стоять, в любом бизнесе, я думаю, тогда твой бизнес не будет процветать. А если ты будешь как-то все время что-то новое создавать, креативы, новые продукции, новые вещи, тогда у тебя будет нормально, то есть бизнес будет процветать. С художниками вообще не тяжело работать, потому что художники, они душою открытые люди, всегда хотят делать добро, потому что у них в душе созидательность, видят мир другими глазами, то есть всегда хотят что-то красивое, позитивную энергетику показывать людям и делиться своими работами. Мы работаем с художниками, у кого есть имя. Например, есть у нас работы Бахрома Исматова, Ираджу Алимов, которые известные художники в Таджикистане и в других странах тоже. Далер Михтоджев есть у нас, Максуд Мирмухамедов, Абдулло Нигмати. Очень многие художники. У меня папа тоже художник, Фарух Нигматзаде, его работы тоже есть. Но, как вы видите, в этой галерее у нас представлены 14 или 15 художников. И они все наши таджикские художники. Если например, студенты предложат нам свои картины, мы посмотрим, если картина хорошая, красивая, почему бы и нет, мы бы продавали бы. У нас здесь в нашей галерее есть очень много продукции, которая связана с работами моего отца. Например, у нас есть своя продукция фарфора, даже чапаны у нас есть, халаты красивые тоже с его работами. Вот, например, есть еще наволочки Сюзанне, модернизированные Сюзанне. Я папу попросил, чтобы он нам сделал что-то новое, современное, в том числе национальное. Вышивки, например, вот тоже папины дизайны я взял с картин. Нарисовали на ткани и сделали дизайн из этих картин. Если у тебя репутация будет плохая, никто тебя не будет рекомендовать. А рекомендация – это самый главный рост для любого бизнеса. Если вы мне заказали что-то, скажем, тарелку для дня рождения или картину, я всегда стараюсь сделать вовремя, потому что это очень важно. Если я этот заказ не сделаю, тогда уже я ваше время беру, я вас подвожу, я теряю вас. То есть я теряю вас и ваших друзей, например. Вы мне будете советовать меня своим друзьям, своей семье, людям, которые вас окружают, потому что я вас подвел. Мы должны всегда стараться не подводить своих партнеров, клиентов, людей, друзей, семью. Все надо делать вовремя. Если ты вовремя будешь делать свои дела, тогда у тебя все будет нормально. Но бывают моменты, когда человек тоже устает. Я обязательно весной, летом мы ходим на хайкинг в горы, например. Это придает человеку очень позитивную энергетику. И я бы всем советовал бы чаще выезжать за город, потому что как только ты за город выезжаешь, смотря на эту всю красоту, реки, горы, человек забывает о всех проблемах, которые есть у него в городе. И когда оттуда приезжает, уже я, например, когда с гор приезжаю обратно, у меня настроение хорошее, я хочу творить, я хочу сделать что-то новое.
я хочу бизнес поднять на новый уровень. Сейчас мы хотим открыть студию керамики, гончарную студию. У нас есть маленькая студия сейчас, где мы вот свою продукцию делаем, мастерскую у отца. Мы сейчас хотим побольше студию открыть и проводить мастер-классы. Самый ценный урок для меня из бизнеса – делать все от души. Не думать получится. Вот, например, мы создаем продукцию. Некоторые наши продукции вот здесь не продавались там 2 года, 3 года. Но все-таки бывали дни, когда вот эти продукции кто-то приезжал и все вот это покупал, да. Поэтому, если хотите что-то создать и продать, и эта вещь не продается, то есть не думать, что это не продастся, потому что для каждой продукции есть свой клиент. Для этого просто нужно время, и этот человек сам появится. И нужно над этим работать, чтобы показать эту продукцию максимально покупателю, аудитории, которая заинтересована в этой продукции. Самое главное для любого бизнеса – это пунктуальность и честность. То есть, если нету пунктуальности и честности, тогда у тебя бизнес никогда не будет развит. Поэтому всем предпринимателям желаю хорошей продажи и быть пунктуальными, так как это очень влияет на бизнес, на любой бизнес.